Еще такой вопрос. В предыдущий месяц сирены у нас звучали особенно часто. По нашей информации, это связано как раз с безопасным городом. Расскажите об интеграции вашей системы в систему оповещения ОЧС или наоборот, это интеграция системы оповещения в безопасный город? Ну, как мы и озвучивал, система оповещения — это тоже система в области защиты населения. И в рамках создания в 3 наших городах АПК «Безопасный город» республика приняла решение в том числе провести реконструкцию, модернизацию старой нашей, давно существовавшей системы оповещения, в рамках которой мы как раз меняли оборудование на современные цифровые блоки. При этом модернизация, опять же, подразумевала под собой именно модернизация, а не строительство новой. Ну, чтобы мы, как вам сказать, сама электросирена, да, это устройство, которое может там десятилетиями работать. И зачем его менять, если оно рабочее, да? Поэтому было рационально предусмотрено те блоки, которые можно еще эксплуатировать и сохранить, заменить все старые блоки, которые уже не подлежат эксплуатации, ну, заменить там на новые технологии, в том числе там с возможностью, опять же, применения новых технологий. У нас в том числе предусмотрено резервирование этих систем по радиоканалу, если вдруг канал основной будет нарушен. И основной упор был сделан, опять же, перехода от сирен к громкоговорителям, чтобы была возможность не только, ну, громкоговоритель умеет и сирену прокричать, да, и еще что-то разъяснить. Мы с вами в рамках последних изменений государственного устройства, а также изменения прихода новых технологий, фактически у нас в стране вымер как класс система радиовещания проводного в квартирах. Да? Сейчас практически все граждане от этого отказались. А ранее именно эта система использовалась для доведения всей информации по гражданской обороне. Да? И фактически мы сейчас этот инструмент полностью потеряли. Остались сирены, а сказать, а что делать, мы не можем. Да? Именно с этой целью сейчас при модернизации предусматривалось максимально использовать именно громкоговорители, чтобы можно было еще голосом озвучить, куда бежать, что делать и так далее. В том числе это же можно использовать там для инструктажа, когда какие-то у нас чрезвычайная ситуация или предпосылки к ней, там, да, инструктировать, что как себя вести там, при половодье там, или при лесных пожарах и так далее. Поэтому в данном случае мы опять говорим о том, что в рамках нашего проекта мы провели модернизацию системы оповещения в 3 крупнейших городах республики, которая охватила собой больше половины населения. Здесь есть один момент, который бы я хотел отметить. Все-таки не совсем, скажем так, продуманная, да, позиция зачастую граждан. Да, им не нравится, что это громко, что там мешает им, да, но они должны понимать, что вот эта система, она единственная, которая реально их может спасти при ЧС. Да? То есть она может их быстро оповестить и подсказать, куда убежать. Чем качественнее и правильнее вас проинструктируют и вовремя оповестят, тем больше шансов вам остаться в живых. Когда люди говорят, вот мне не надо здесь сирену или громкоговоритель, ну один раз в месяц ее испытают. Мы же от этого не умрем, причем это делают днем, никто от этого еще не умер. Но в нужный момент, да, это может быть раз в 100 лет, может быть даже не вам, а вашим внукам это пригодится. Но в жизни это пригождалось. И у нас есть факты, когда должностные лица, фактически не задействовавшие систему оповещения вовремя, да, во-первых, были привлечены по суду, и мы имели огромную гибель, да, вот в том же Крымске, да, когда люди утонули массово, потому что людей вовремя не оповестили. Да.
Поэтому у нас, между прочим, республика тоже подвержена и подтоплениям, пусть не таким волнообразным, да, резким, но все-таки такая вероятность есть. У нас есть лесные пожары. Кроме того, как бы ни было, у нас с вами здесь и нефтяная сфера есть, да, и газовая. Мы можем где-нибудь и взорваться или чего-нибудь нанюхаться. Да? Поэтому вот в части того, когда государство хочет потратить деньги на нашу защиту, я думаю, здесь мы должны с вами это приветствовать и быть рады, что система оповещения, вот она рядом, и я ее услышу. Я вот, допустим, в Эжвинском районе живу, и до реконструкции я на весенней ни одной сирены не слышал, и ни одного громкоговорителя, и знать не знал, что у меня рядом ЛПК, да, там есть жилкомхоз, там Эжвинские, очистные, там тоже хлор, будь здоров, можно травануть людей. Ну, вот, и ни одной сирены рядом нет, и что делать? А вот за счет реконструкции как раз вопросы охвата территории тоже рассматривали, чтобы максимально постараться охватить жилые зоны, чтобы оповещать людей.